очередь экономические предпосылки. Здесь Игорь Валерьевич тоже об этом говорил. Если мы возьмем сложившийся первая часть нашего мероприятия, это основные причины возникновения противостояния в мире. Возникновения не было. Противостояние в мире, здесь правильно было сказано, противостояние в мире существует вечно. Покуда есть люди, противостояние существует. На этом историческом этапе, если взять последние 90-80 лет, на мой взгляд, опять же здесь возьмем за основу экономические предпосылки. Тот миропорядок, который существует последние 80 лет, он основан на итогах Второй мировой войны. Все международные площадки, институты, МВФ, Всемирный банк, ООН, все они были основаны по итогам Второй мировой войны. Что получилось? Значит, сразу же на второй день после того, как Вторая мировая война закончилась, началась другая война, холодная война. Как известно, в этой холодной войне противостояли друг другу Советский Союз, мы все вместе, все народы Советского Союза и Соединенные Штаты Америки. Некоторые цифры, которые будут показательны. Почему я говорю о экономике? 1990 год. Это последний год существования Советского Союза. Доля Соединенных Штатов Америки в мировом ВВП, в мировой экономике 26%. Доля Советского Союза 12%. Советский Союз был на втором месте. И дальше идет Япония 10%, ну и другие страны. На сегодняшний день, по итогам прошлого года, 2021 год, доля Китая в мировой экономике 18,6%. А США уже на втором месте 15,6%, потом идет Индия и другие страны. А Россия находится на шестом месте всего лишь 3%. На мой взгляд, если взять все основополагающие документы Соединенных Штатов Америки, я не говорю, что я все изучил, но которые на поверхности, они на слуху, Китай является угрозой номер один. Во всех доктринах последнего времени мы видим в США именно Китай является угрозой номер один. Я считаю, что именно из-за этих цифр, показателей, доли растущей, стремительно растущей доли Китая в мировой экономике, Китай для США становится угрозой номер один. То есть, что получается? Те институты, тот миропорядок, который был основан по итогам Второй мировой войны, он устраивал Соединенные Штаты Америки до того момента, пока Соединенные Штаты Америки доминировали в экономическом плане, то есть занимали большую часть экономики мира. И как показала практика, в этом миропорядке конкуренцию они проиграли Китаю. И здесь предыдущие ораторы говорили об агрессивной позиции США по разрушению этих основ, устоев, использованию этих двойных стандартов по Югославии, по Ираку, по Ливии, по целому ряду стран, где они просто вторгались в суверенные государства ради реализации своих собственных национальных, экономических, в первую очередь, интересов. Я лично общался с некоторыми гражданами Ливии. Я учился, у меня на потоке были ливийцы. Я спрашивал, что у вас происходит в стране? У нас уже нет страны. Вот как мне отвечали. Есть территории, которые контролируются бандформированиями вооруженными. Внутри этих территорий существуют американские и другие компании, которые выкачивают все ресурсы. Для охраны этих площадок существуют специальные частные военные компании, которые все это прикрывают, дают какую-то часть этим местным бандформированиям. Государства как института уже не существует. Это такой пиратский подход. Они напали, разорвали по частям, самое ценное высасывают. Это такой бандитский, пиратский подход. Теперь, что касается Абхазии, маленького государства со своей историей, со своим настоящим и со своим будущим. Что нам делать в этой ситуации, где мы видим новая фаза серьезного противостояния не где-то далеко. Я в прошлый раз об этом говорил. Небезызвестный завод Азовсталь, который много был в информационном пространстве, от того места, где мы сейчас сидим, в 500 километрах всего. Это не так далеко.
Поэтому вот все события, которые в мире происходят, это противостояние серьезных супердержав, оно очень близко к нашим границам. И в этом противостоянии одним из основных игроков является наш союзник, стратегический партнер Российской Федерации, с которым у нас исторические, духовные, нормативно-правовые, договорные связи. И общее прошлое, что не менее важно, потому что в рамках Советского Союза Россия является постоянным членом Совета Безопасности ООН, она по наследству от Советского Союза, но добивались права участия в этом Совете Безопасности мы все как один народ. Поэтому все, что там происходит, у нас, хотим мы этого, не хотим, оно нас касается. В этой ситуации о вооруженных силах было здесь сказано, Инар об этом говорил, мы имеем надежного, сильного союзника. Бесспорно, без сомнений, Россия никогда никого не сдавала и не предавала, показывает история. Но в любом деле, в первую очередь, нужно рассчитывать на самих себя. Это, еще раз говорю, не подвергает сомнению позиции России в отношении нас. Мы должны рассчитывать на самих себя. В наших вооруженных силах дела обстоят каким образом, я комментировать не буду, вы все прекрасно об этом знаете. На сегодняшний день происходят определенные события, спецоперация, военная спецоперация на территории Украины. Мне бы хотелось, чтобы наши специалисты, военные в первую очередь специалисты, офицерский состав Минобороны находился там. Это практика. Помимо практики, это поддержка нашему союзнику, нашему брату, но сегодня там есть возможность получить колоссальный, неоценимый опыт. Украинская армия сегодня ведет войну. Эта война, кстати, по мнению многих экспертов, является беспрецедентной. Это новейший тип войны, которого не было никогда ранее. Я там недавно был, вот с ребятами общались с теми, кто непосредственно сталкивается с противником. Они рассказывают такие вещи, что я как человек не военный, меня они просто шокируют. Поэтому я считаю, что наш, конечно, офицерский состав и руководство Минобороны должны иметь возможность получать непосредственно опыт там на месте. Почему это важно? Потому что наш непосредственный противник Грузия, она обучается, подготавливается, если хотите, там со всех сторон обеспечивается тем же центром принятия решений, который сегодня на Украине оказывает поддержку украинской армии. Поэтому даже если, не дай бог, завтра у нас в Грузии опять будет вооруженное противостояние, со стороны Грузии будет иметь место именно такая тактика ведения войны, которая есть со стороны Украины сегодня. И это должно быть взято в основу военной доктрины, которой у нас, к сожалению, до сих пор нет. Вот если вы помните, в конце прошлого года мы предлагали как один из важных документов подойти к разработке и принятию военной доктрины Абхазии, которой до сих пор нет. Тогда, к сожалению, мы были проигнорированы, тогда мы и не предполагали, что будет такая ситуация на Украине. Но, как оказалось сегодня, этот документ очень был бы актуален, и он и сегодня актуален, надо о нем, я думаю, здесь последующие ораторы о нем скажут более подробно. Еще один момент, на котором я хотел бы остановиться. Это демографический вопрос. Все наши беды, основная часть наших бед, это наша малочисленность, нашего этноса. У нас абхазов действительно очень мало. И эту проблему, эту угрозу мы пытаемся решать за счет комитета, Министерства по репатриации и других инструментов. И, как здесь Инар говорил, малоэффективно. Да? Результат, который есть, мы им вряд ли мог бы быть лучше. Хотя, да, действительно прилагаются усилия. Но мне кажется, что нам нужно и в другом направлении более активно, проактивную позицию занимать. Нужно вернуться к своей истории. Нас, если вы помните наш флаг конфедерации, там 7 звезд. У нас 7. Это абазины, абхазы, кабардинцы, адыги, шапсуги, убыхи. Убыхов уже нет, но 6. Вот эти 6 так называемых племен, это 6 народов,
только на территории Абхазии и Российской Федерации нас проживает 888 тысяч человек. И мы должны к ним, они должны к нам, мы должны друг к другу относиться как к одному народу с одной историей. Здесь очень много потеряно времени, к сожалению, после войны. И если мы говорим о демографической политике, если мы говорим о политике репатриации, мы в свой взор должны обратить и сюда тоже. Если в абазинской семье рождается второй, третий сын, и этот третий сын будет понимать, что он может получить гражданство Абхазии и иметь возможность здесь, в Абхазии, получить земельный участок, получить жилье, реализовать себя. Поверьте мне, денег в финансовом плане для реализации такого рода проектов не нужно даже говорить о государственном бюджете, потому что есть достаточное количество людей, которые состоялись в бизнесе и в других сферах, которые с удовольствием окажут поддержку. Много будет скепсиса по этому поводу, но хочу вам сказать, что у нас альтернативы нет. Очень важно сосредоточиться на демографической политике. Наша нация исчезает, друзья, давайте вещи своими именами. Здоровье нации находится на очень критическом уровне. Уровень образования, Инар, о чем вы говорили, это, вот, Максим, вы перечисляли разные угрозы и безопасности. Я считаю, что уровень образования нации сегодня выходит на первый план. Потому что если нация не образована, значит нация не готова, в том числе к информационной войне, которая сегодня ведется. Я имел возможность сидеть за одним столом с Башаром Асадом в Сирии, в рамках делегации, когда мы ездили. Он сказал следующее. Очень интересные слова, кстати, произнес. Наш народ, он имел в виду интеллектуальный уровень образования, не готов к тем инструментам, которые применяются против него западными странами, информационным, пропагандистским инструментом. То есть наш же собственный народ, он сказал, из-за своей неграмотности стал инструментом против собственной страны. Вы понимаете, что происходит? То есть сегодня гибридная война дошла до того, что им не надо посылать войска на вашу территорию. Они просто за счет того, что ваше население безграмотно, используя информационные технологии, используют это же население против вас. У нас, к счастью, уровень грамотности достаточно высокий, но он должен быть еще выше. Выжить в этом жестоком мире, как показывает события последнего периода, принцип «кто сильнее, тот и прав», он никуда не делся. Вот тот первобытный принцип, когда пещерные люди друга отнимали с дубинками, значит, какие-то блага, он никуда не делся. Просто вместо дубинок сегодня используются информационные технологии, оружие и так далее, и так далее. Поэтому в этом жестоком мире мы можем выжить только, если мы будем более грамотные, более подготовленные, более образованные, нежели другие народы. Все, единственное. И, конечно, опять я хочу сказать про демографическую политику. Здесь очень важно, чтобы мы на этом заострили свое внимание, потому что если нас не будет, вот нашего этноса, на территории Абхазии хотя бы 250 тысяч, 300 тысяч, то мы постоянно будем под угрозой. Если нас будет несколько сот тысяч здесь в Абхазии, тогда мы сможем выдохнуть и переключиться на другие задачи.